В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Фонд «Защитники Отечества» обеспечивает ветеранов СВО с инвалидностью специализированной одеждой. Сколько заявок уже поступило и кому выдали комплекты, узнаем подробности. Итоги цифровой трансформации Якутии представили главе республики. Какие проекты были отмечены, узнаем далее. Якутия нацелена на 70 миллиардов инвестиций на ВЭФ 2025. Республика планирует заключить около 20 соглашений. Камеры и бдительные граждане помогают бороться с несанкционированным вывозом мусора. Более 120 нарушений уже выявлено. Нерюнгри, угольная столица Якутии, готовится к главному профессиональному празднику. День шахтера отметят с особым размахом. Оперативный штаб республики продолжает работу по дополнительному обеспечению снаряжением и оснащением участников СВО из Якутии. Накануне в сторону опорных пунктов выехал груз адресных посылок от родных и близких военнослужащих. Вместе с ними бойцам выслали 3 единицы автотехники и 1 электроэндуро. С Тюрбинского района было отправлено канаве СРГ для поддержки боевого духа бойцов. Всего с начала 2025 года транспортными компаниями по перевозке гуманитарных грузов по маршруту Якутск-Ростов-на-Дону, Новоазовск выполнено 34 рейса. Перевезено 117 единиц транспортных средств и также гуманитарная помощь и адресные посылки. Филиал фонда «Защитники Отечества» выдал специализированную одежду для ветеранов СВО с инвалидностью. На данный момент в филиал поступило 28 заявок от бойцов, 5 из которых уже поручили комплекты. Подробнее в следующем сюжете. Прибытие долгожданной посылки от главного офиса фонда ветераны ждали давно. Примерка показала, что вещи качественные, а главное – удобно адаптированные. Штаны, куртки, кофты, шорты и футболки – лишь малая часть содержимого посылки. Очень много разных видов одежды отправили, начиная от носков, трусов, футболки и даже комплект костюма отправили, классического. Все адаптировано под, скажем, для ограниченных. Очень удобные, качественные. Ну, будем попробовать, будем смотреть, что да как. Очень много отправили, очень большая сумка. Я не ожидал, я думал, минимальный какой-то комплект будет. У обычных салонов нет, например, да, а тут у нас замок должен быть. Это очень удобно. Как бы, когда одеваешь протез, это очень даже удобно. Каждый комплект сшит индивидуально с учетом физических особенностей ветеранов. Так, на части одежды присутствуют боковые молнии или кнопки для ветеранов с протезами. Всего предусмотрены 3 вида комплектов – летний, зимний и межсезонный – для повседневной жизни, занятия спортом, работой и активного отдыха. Волейболом сидя занимаюсь, полевой стрельбой. К этому меня подтолкнули тоже здесь, в фонде защитников Отечества, сказали, что сидишь. И мне понравилось, да. Я раньше не занимался спортом, как бы, да. Я все работал, а тут почувствовал, когда есть нужда спортсменных. Вот, участвовали сейчас в Дальневосточном кубке по волейболу, заняли 3-е место командой. Но, к сожалению, полевой стрельбе надо мне заниматься, и я буду заниматься полевой стрельбой. Фонд «Защитники Отечества» помогает ветеранам с множеством социальных вопросов по трудоустройству, оформлению пенсии, получением реабилитации и адаптации помещений для маломобильных ветеранов. И у нас есть также важное направление. Мы с 2024 года начали выдачу автомобилей с ручным управлением. Это прежде всего для ребят, которые передвигаются на креслах-колясках и имеют парную ампутацию нижних конечностей. На сегодня у нас 2 ребят прошли переобучение на вождение авто с ручным управлением. 2 заявки направлены. И 1 ампутант с парной ампутацией, он проходит полностью обучение. У него пока нет водительских прав, поэтому обучение занимает 2,5 месяца.
Сама программа по выдаче спецодежды работает по всей России. От ветеранов с инвалидностью поступило уже более 700 заявок. Всего до конца года фонд планирует выдать 1000 комплектов. Тимур Калмыгоров, Станислав Потапов, Якутск. Якутия – лидер цифровой трансформации в России. Об этом заявил заместитель председателя правительства республики Анатолий Семенов. По его словам, сегодня регион успешно реализует IT-проекты, которые затрагивают все сферы жизни граждан. В пример Семенов привел медицинские информационные системы, которые позволяют хранить все данные пациента в единой программе, а также переход документооборота в цифру на всех уровнях власти. Эти и другие итоги 20 августа были презентованы главе Якутии Арсену Николаеву в проектном офисе. Как отметил вице-премьер правительства, сегодня республика переживает очередной этап цифровой трансформации. Поэтому перед властью стоит задача сформировать новую стратегию работы, ключевым элементом которой станут данные. Данные – это новая нефть. В ближайшие 3 года, да, мы переходим на управление на основе данных. Все решения будут приниматься на основе данных. И это и будет внедряться искусственный интеллект. При этом мы будем это делать не только с помощью бюджетных средств. Сейчас с этим, знаете, не так просто. А мы будем привлекать партнеров, вот таких, как я сказал, допустим, как Сбербанк. Якутия рассчитывает привлечь 70 миллиардов рублей инвестиций на ВЭФ 2025. Глава республики Арсен Николаев заявил о планах подписать около 20 соглашений на юбилейном Восточном экономическом форуме. По его словам, ВЭФ – это не только подписание соглашений, но и важная площадка для встреч с представителями российских регионов, крупного бизнеса и иностранных государств, реализации договоренностей и поиска новых партнеров. Глава Якутии подчеркнул готовность республики к сотрудничеству и созданию благоприятных условий для инвесторов, несмотря на санкционное давление. Кроме того, новый современный комплекс для экстремальных видов спорта распахнет свои двери во Владивостоке во время 10-го Восточного экономического форума, который пройдет с 3 по 6 сентября. Экстрим-парк, построенный при поддержке администрации города на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, занимает площадь 11 тысяч квадратных метров и соответствует всем международным стандартам. Комплекс рассчитан на одновременное пребывание 200 человек в формате свободного катания и до 100 человек в режиме тренировок. Крупнейший работодатель республики Алроса продолжает целевую работу по трудоустройству местных жителей. За последние 7 лет более 22 тысяч якутян нашли работу на предприятиях группы Алроса. Большая доля местных кадров трудится в дочерной компании Алроса Алмаза Анабара. Наш корреспондент побывал на одном из ключевых приисков в Булунском районе Молодо, где работают стойкие ребята из центральных и заречных районов. Даяна Федорова расскажет, как проходит их рабочая вахта. За полярным кругом среди тундры в Булунском районе работает одно из крупнейших предприятий Алроса по разработке рассыпных месторождений алмазов прииск Молодо алмазов Анабара. Здесь круглый год плечом к плечу трудятся сотни вахтовиков, одна из задач которых – обеспечить бесперебойную добычу алмазосодержащих песков. У машиниста-бульдозера работа непростая. Каждый день бульдозерист Степан Тимофеев укращает большегрузную машину с миллиметровой точностью, управляя многотонным ковшем. За 10 лет работы в алмазах Анабара он набрался опыта, и сегодня его профессионализм на высоком счету. Его главный девиз по жизни – терпение и труд все перетрут. Сам Степан из Татинского улуса пришел в компанию целенаправленно. Мне сам хотелось работать бульдозеристом. И именно этой компании я понравился. Коллектив там нравится, условия труда хорошие здесь. Условия труда в алмазах Анабара, как и в Алроса, в целом отличные. Полный социальный пакет предоставляется санаторно-курортный отдых. На приисках есть интернет, культурный досуг, спортзал, баня. Есть все условия, так и работать на вахте легче. Алмазодобытчики планируют не только выполнить все планы по добыче и обогащению, но и нарастить мощности. Я сам с Алекнинского района. Начал работать на прииске Молодо с 2013 года. То есть прииск был абсолютно новый. Ничего здесь не было. Начинали все делать своими руками. Ну, на сегодняшний день добываем порядка 3 миллионов карат.
и нынче начали добычу золота на месторождениях Ахтысынар. По-настоящему ювелирная работа у сортировщиков цеха доводки. Каждый день их кропотливый труд находится на пике человеческого терпения и усидчивости. Работа режимная, ответственная и аккуратная. Несмотря на монотонность процесса, работники любят свою работу и трудятся годами. Я из села Тюлагина, пригород города Якутск. Здесь, в этом участке, я работаю 2-й год. А так, в алмазах Анабара я уже более 10 лет. Условия очень хорошие, очень кропотливая работа. В основном, конечно, терпение и усидчивость. Компания «Алмаз Анабара» группы «Алрос» обеспечивает работников всем необходимым – жилье, питание, досуг. Также действует система адаптации новых работников и программа наставничества для молодых специалистов. Можем обучить людей, таких как бульдозеристы, экскаваторщики, машинистов-погрузчиков. Обучаем с нуля. Приходите, ребята, работайте, научим всему. На нашем предприятии работают с разных улусов ребята. Я сам работаю с 2003 года, начинал работать машинистом, помощником буровика. Сейчас в данное время работаю директором прииска. Сам я с Хандыги, Тампонский улус. Прииск Молода – это не только производство, а место, где соединяются усилия жителей разных уголков Якутии. Их труд – основа промышленной силы республики и всей страны. Даяна Федорова, Виктор Дьячковский, Булунский район. Бани, тренажерные залы, комфортабельные домики – не курорт, а вахтовый поселок на месторождении Далдын. Узнаем, как живут и работают сотрудники алмазов Анабара в одном из 47 современных российских вахтовых поселков. Посмотрите, вот именно здесь новое все. Спальники, там подушки. Афанасий Кугасов показывает свой модульный домик из 2 комнат. В каждой по 2 кровати с местами для хранения вещей. В доме есть столик, кондиционер, туалет, гардеробная и ванная. Афанасий живет один и даже не успел распаковать телевизор. Сейчас не до телепередач. Он сам как шоумен на прииске. На молодом человеке организация культурных мероприятий для сотрудников компании. Я занимаюсь именно досугом работающих на 2 смены. Первая смена – это с 8 часов вечера до 11. И вторая смена с 8 часов утра до 11. И я работаю здесь уже 1-й месяц у меня только. Афанасий живет в одном из 64 временных модульных домиков вахтового поселка. Он стал принимать постояльцев в прошлом году после открытия рассыпного месторождения, простирающегося от устья реки Далдын до верховьев Молода. Его длина около 200 километров. В поселке 64 жилых балка, из них 25 новых в этом году привезли. На данный момент находится 190 работников. В каждом балке отдыхают дневная и ночная смена, получается. Предприятие «Алмазы Анабара» входит в состав алмазной компании 18 лет. Считается крупнейшим по добыче алмазов на рассыпных месторождениях. Отработка ведется на 2 приисках – Маят и Молода. Последний в Заполярье открылся 12 лет назад. Сегодня здесь работают 2 участка – Молода и Далдын. Основной акцент на последнем. Там функционирует 4 сортировочных комплекса. В вахтовом поселке Далдын есть и баня, и небольшой тренажерный зал, медпункт и столовая. А в случае необходимости мобильные домики легко перенести на новое место. Вахтовый поселок будет работать только в промывочный сезон. Зимой его законсервируют. На производственном участке Далдын в этом году планируют построить гаражный комплекс с мастерской для ремонта техники. Мария Флоренция, Роман Ларин, медиакомпания «Алмазный край». Свыше 120 случаев несанкционированного вывоза мусора в текущем году выявили специалисты якутской кассети. Речь идет об отходах, выброс которых на санитарные точки запрещен. В мониторинге специалистам помогают камеры и бдительные граждане в сети. Также пользователи задаются вопросом, какой именно мусор нельзя просто так оставить у бака с отходами. Тему продолжит Саргалан Нюстроева. Вопросом порядка на санитарных точках или по-другому на мусорках то и дело задаются пользователи сети интернет. Якутские телеграм-каналы полнятся различными видео от возмущенных очевидцев несанкционированного выброса крупногабаритных отходов. Героями таких постов порой становятся и предприниматели. Вот, к примеру, какой-то предприимчивый делец решил выбросить целую партию санкционки прямо в общедомовую мусорку. Вот кола, которую они оставили. О, ну. Они видят, что я их снимаю и уезжают.
Налицо явное нарушение, отмечает представитель городской администрации. Предприниматели обязаны заключать договора с якутской кассети, с региональным оператором на вывоз мусора, но ни в коем случае не захламлять общественные санитарные точки. Штрафы у нас идут до 200 тысяч рублей для юридических лиц, да, для физических лиц, конечно, этот штраф сумма меньше. Но помимо активных пользователей сети, правонарушения фиксируют и камеры. Их немного, всего 11 штук. И это при том, что обслуживает региональный оператор порядка 1500 санитарных точек. И тем не менее, там, где камеры установили, ситуация в корне меняется. Первая камера у нас была установлена на Хатынь-Уральском шоссе, где частный сектор, там сильное захламление у нас было. То есть туда все складировали, даже машины подъезжали 20-кубовые, вываливали мусор, да, строительный. А после установки камер люди возят только бытовой мусор. Вот так выглядит образцовый пример санитарной точки сбора твердых коммунальных отходов. Небольшое ограждение, бетонная подложка, несколько небольших ящиков для мусорных мешков и один крупный для крупногабаритных отходов. Но это, подчеркну, образцовый пример. И, скорее всего, во дворе вашего многоквартирного дома мусорка выглядит просто вот так вот. Несколько небольших контейнеров и, возможно, специально отведенное место под крупногабаритный мусор, что, в общем-то, тоже является нормой. Но подождите, если здесь отведено место под крупногабаритные отходы, значит, их выброс не считается нарушением? В целом так и есть. Представители якутской кассети вполне допускают наличие старых диванов и телевизоров на помойке. Только вот допущение не относится к строительному мусору и другим отходам производства. Это могут быть бетонные блоки, смеси строительные, это могут быть разбор перекрытий потолочных, половых и так далее. Это могут быть производственные отходы, это могут быть отходы растениеводства, то есть спил деревьев. Такие отходы не относятся к твердым коммунальным, они не вывозятся региональным операторам. А значит, вывозить их на полигон должен собственник. В целом, проблема с помойками больше вопрос о добросовестности граждан. Ведь пока кто-то свозит к мусоркам целые грузовики хлама, другие 10 раз подумают о том, законно ли это выбрасывать просто так. Сарглана Неустроева, Владимир Павлов, Якутск. В новом учебном году с новыми правилами с 1 сентября медицина в школах станет ближе. Медработники возвращаются, а в больших школах от 500 учеников появятся полноценные медицинские пункты вместо привычных кабинетов. С 1 сентября медпункты будут функционировать в 96 школах республики. И если раньше медкабинет в школе это была скромная комната с кушеткой и аптечкой, то с осени требования к оборудованию станут куда строже. Ремонтом и материально-техническим оснащением занимается местное самоуправление. А в обязанность медицинских организаций входит оснащение кабинетов необходимым оборудованием, лицензирование, а также укомплектование кадров. Министерство здравоохранения Республики Саха-Якутия совместно с Министерством образования и науки Республики реализует комплекс мер по организации медицинской помощи обучающимся в образовательных организациях во исполнении поручений главы Республики Саха-Якутия. В 2025 году утвержден порядок совершенствования охраны здоровья обучающихся. Подписано соглашение с муниципальными образованиями республики. Также проведена оценка готовности школьных медицинских пунктов к новому учебному году. Новые медпункты будут включать как минимум 2 помещения. Одно для приема, второе, как правило, для процедур. В Якутске такими кабинетами будут оснащены 44 образовательных учреждения. В частности, в столичной школе номер 29 готовятся приступить к работе специалисты первой поликлиники. В таком новом здании пристрое надеемся, что наши детишки будут здоровы, и мы будем стараться. Ждем всех. Начинается с завтрашнего дня уже прививки против гриппа. Появление медкабинета в школах станет реальной поддержкой для ребенка. Особенно ощутимыми перемены станут для детей с хроническими заболеваниями. И не только. Это означает больше уверенности у родителей. Ведь в случае болезни, кроме первой помощи, ребенка направят к нужному специалисту.
Конечно же, не секрет, что переполненность школы большая, поэтому и дети большую свою часть времени проводят в школе, и, конечно, бывают случаи, травмы, у детей может живот заболеть, голова заболеть, да, и соответственно, очень удобно и очень хорошо, что теперь вот по новому проекту у нас в каждой школе, в том числе и в нашей школе, будет свой медицинский кабинет с педиатром и с фельдшером. Ход подготовки медкабинетов находится на строгом контроле у министерства. Как отметили в ведомстве, проверки медпунктов, в том числе и в районах республики, продолжатся до 1 сентября. Виктория Готовцева, Станислав Потапов, Якутск. В республике началась подготовка к празднованию Дня шахтера. Главный профессиональный праздник города Нерюнгри и всей Южной Якутии каждый год отмечается последнее воскресенье августа. В этот день акцент будет сделан на сложности и важности труда шахтеров, горняков и всех сотрудников угольных предприятий, благодаря ежедневной работе которых добывается ценный для всей страны ресурс. Праздничная программа включает в себя торжественные митинги, чествование работников и культурно-развлекательные мероприятия. Основная добыча и переработка угля в республике сосредоточена именно в Нерюнгринском районе, поэтому здесь празднование Дня шахтера является выражением уважения к труду горняков и памяти ветеранов этой отрасли. Мы отметим особо отличившихся героев производства. И, конечно же, вечерний праздничный концерт, он, как всегда, не просто концерт, а обязательно с патриотическим наклоном будет концерт. И я надеюсь, что нерюнгринцы получат огромное удовольствие от той программы, которую мы подготовили. Все угольные предприятия, которые находятся на территории нашего района, очень ответственно подошли, как всегда, празднованию мероприятия этого, да. Все очень включены в работу организационного процесса. Поэтому я уверен, что праздник пройдет на хорошем уровне и понравится всем и жителям нашего района, и всем гостям, кто будет присутствовать на этом празднике. Долгожданный ремонт стартовал в столице республики. На этот раз работы будут проведены на площади Орджоникидзе. Ремонт плановый, не капитальный, предупреждает подрядчик. Тем продолжит Саргалана Неустроева. Работа на площади Орджоникидзе, как говорится, кипит. Правда, привлечены к ней всего 2 единицы техники – грузовик и трактор. Что неудивительно, ведь объем работы на самом деле не такой уж и большой. В текущем году у нас проходит не капитальный ремонт, это плановый ремонт площади. В настоящий момент в рамках ремонта произведена покраска ограждения площади, скамейки, урны покрашены. Будет отремонтирована зеленая часть, там, где должны были быть в этом году цветы. И будет проводиться работа в центральной части площади на 6 квадратах по укладке брусчатки. Есть еще один важный момент всех этих ремонтных мероприятий, который хочется подчеркнуть. Символ площади, памятник Платону Аюнскому, перешел на баланс окружной администрации. Это значит, что и он теперь тоже будет приведен в порядок. Монумент уже очистили от грязи, впереди его ждет покраска специальными растворами и частичная замена плитки постамента. И во избежание дальнейшего разрушения объекта округ принял решение оградить памятник якорной цепью. В целом все работы подрядчик планирует завершить уже в сентябре этого года. На данный момент никаких трудностей не было. Дороги и сама площадь в работоспособном состоянии. Если в следующем году какие-то повреждения будут, то по гарантийному письму уже будет все сделано. Действительно, и до ремонта состояние площади было, скажем так, удовлетворительное. По крайней мере, трещины на асфальте в центральной ее части ремонтировали с завидным постоянством. Однако с этим мнением не согласен руководитель Центрального округа Айсен Куличенко. Предполагали, что нужно будет просто подойти с бетонными земляными работами, это за ливка трещин, но дальше, обсудив вообще коллегиально этот вопрос, было принято решение, что ежегодно заливать битумом, как это делалось в прошлом году, но не подходящее для центральной площади. Еще один элемент площади – фонтан – тоже ждет своего обновления. Работы по его полной реставрации ведутся активно. К концу августа запланирован пробный пуск конструкции. Вкупе с другими мелкими работами площадь обещает стать настоящим подарком ко дню рождения города. Саргалана Неустроева, Нюргун Старостин, Якутск. Таким увидели этот день наши корреспонденты. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.